Июнь для всех имеет свое значение. Для кого-то это начало каникул, отпуска, а для кого-то время, когда нужно принять одно из важных решений в своей жизни, а именно выбрать будущую профессию и вуз наиболее для себя подходящий. Ученики усердно готовились и сдали все необходимые экзамены. Теперь их ждет еще одно препятствие на пути во взрослую жизнь – сдать вступительные испытания в университеты своей мечты и пройти конкурс на места. На территории России начали свою работу приемные компании. Этот год особенный. Он богат нововведениями, пилотными проектами, изменениями и талантливыми детьми. Он был полон переживаний и забот, но вот уже наступил июль, и теперь дети посвящают все свое время изучению вузов, перечню документов и специфике поступления, поскольку она претерпела некоторые изменения. Давайте же узнаем об этом немного поподробнее. Что по поводу нововведений, то в 2023 году были перераспределены дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям для подготовки специалистов в инженерной отрасли и сфере информационных технологий. Количество направлений, на которые можно подать заявление, сокращены с 10 до 5. Для удобства были установлены единые сроки приема документов для всех вузов. Установлены льготы для участников специальной военной операции и членов их семей. Внедрена система приоритетов, то есть абитуриент пишет только одно заявление в вуз, и в этом заявлении он указывает свои желаемые направления. Например, это по нашему университету 5. В этом году у нас появляется отдельная квота. Это специально выделенные бюджетные места для героев Российской Федерации, для обладателей медалей мужества, для детей, участников специальной военной операции. Вот дети специальной военной операции могут поступать без вступительных испытаний, если их родители получили увечья или, к сожалению, умерли. А те, которые обычные участники специальной военной операции, они могут поступать по результатам вступительных испытаний университета, даже без результатов ЕГЭ. Но это лишь небольшие изменения в системе. Основные же вступят в силу лишь на следующий год. У нас, как вы знаете, уже меняется система высшего образования по всей Российской Федерации, но, как говорил президент и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков, данная реализация данного проекта будет внедряться поэтапно, но в этом году мы будем принимать всех абитуриентов по старой схеме, по старой системе, и с последующего года уже все вузы Российской Федерации должны будут преобразовывать свои образовательные программы под новые и так далее. Вот, например, бакалавриат специалитет объединят в одно, магистратура будет отдельным уровнем образования, то есть после основного высшего, и аспирантура, резидентура остается. Стоит отметить Арктический университет, который в этом году представил уникальную в России магистерскую программу «Теория и методология когнитологии библиотечной деятельности в цифровой среде». Студентов, интересующихся проблемами чтения в цифровой среде, желающих овладеть цифровыми компетенциями и их применением, с радостью обучат не только преподаватели университета, но и приглашенные ведущие специалисты вузов России. Эту программу, на мой взгляд, можно сравнить, вот здесь вот видим мы символ института, это птица. И как два крыла птицы. То есть одно – это традиционное чтение, второе крыло – это цифровые технологии в библиотечной деятельности. И поэтому в нашей программе наряду с традиционными дисциплинами будет вот таких два модуля. Один связанный с психологией, социологией чтения, технологиями работы с текстом, технологией активизации читательской деятельности пользователей библиотек. А второй модуль будет связан с цифровизацией библиотек. Всегда нужно идти в ногу со временем. Республика в этом плане многим подает пример по различным направлениям. Развитие технологий – одно из них. Роботы-библиотекари, модельные библиотеки и многое другое. Не туманное будущее, а нынешняя реальность. Сейчас библиотеки в этом плане очень бурно развиваются, создаются модельные библиотеки. Вот Национальной библиотеке, например, создан в конце прошлого года, открыт Центр цифровизации культурного наследия. И вот не случайно эта программа у нас будет реализовываться совместно с Национальной библиотекой нашей республики. Где спрос, там и предложение. Современная жизнь требует с нас быстрого развития технологий для ее упрощения, так сказать, для нашего с вами удобства. Все в этом мире развивается, и мы в том числе. Нам необходимо каждый день получать новые знания и умения, чтобы совершенствовать самих себя в качестве квалифицированных специалистов. Вузы в этом плане предоставляют обширный, с каждым годом пополняющийся список направлений для выпускников. Усердная учеба и, как следствие, подтверждение знаний в виде экзаменационных баллов – первый шаг, который потом перейдет в бег за самосовершенствованием на профессиональном поприще.
Два предмета на 100 баллов сдал выпускник физико-технического лицея Айтал Захаров. Он сдал единый государственный экзамен по информатике и профильной математике на 100 баллов. Отметим, что в последней дисциплине юноша стал единственным 100-бальником по республике. Помимо математики и информатики, Айтал сдал еще 3 экзамена. По географии он получил 96 баллов, по русскому 97 и 91 балл по физике. Было сложно, так как по математике, так и по информатике, так как сами проблемы, вопросы сложные, особенно по математике. Подготовка занимала, получается, очень много времени. Готовились каждый день с учителями, получается, математики, геометрии, с учителем информатики, получается, с Никифором Николаевичем готовились каждый день с, получается, физики, которая была 5 июня, до информатики, которая была 19-го. 2 недели усиленно готовились. И я считаю, это помогло мне преодолеть эти трудности в экзаменах. Каждый день можно было уделять по полчаса, а если усиленная подготовка, то и в школе особенно, то и по 3 часа, по 5 часов было. 16-летний выпускник получит 200 тысяч рублей согласно указу главы региона о единовременной выплате за 100 баллов за один экзамен. Экзамены позади, а это значит, Айтала впереди ждет не менее ответственная задача – выбор направления и поступление в вуз. Хочу поступить на больше информационно-компьютерное направление, то есть компьютерные информационные технологии, ИКТ, получается. Но еще рассматривались, конечно, варианты прикладной математики, физики и инженерии. Но теперь я решил, что я больше буду поступать именно по компьютерным технологиям. Пока примерно я не выбрал профессию. Но именно хочется связать свою жизнь с этим, с информатикой и математикой. Потенциал и неподдельный интерес невозможно было не заметить. И учителя были с радостью готовы помочь их развить. Я вот сразу понял, что он будет хорошо программировать, потому что у него было уже это развито алгоритмическое мышление. Он сразу подхватывал языки программирования. Мы начинали с Python. И я думал, что он, если будет работать, он будет хорошо участвовать в олимпиадах. Мы еще не думали в 5 классе о ЕГЭ, о компьютерном ЕГЭ, да, но я именно тренировал детей на программирование, на спортивное программирование. Он очень много участвовал в олимпиадах. Я его почти не видел 2-3 месяца во время олимпиад, потому что он, начиная с английского, с географии, во всех участвовал. Он является призером и по другим олимпиадам, но именно по информатике он в школе с 5 класса наравне участвовал с этими, с более взрослыми учениками, да. А с 7 класса он занимал, всегда являлся победителем городской и республиканской олимпиад по информатике, по 11 класс. 7, 8, 9, 10, 11. 5 лет он являлся победителем. Мультибальниками также стали выпускники 1 и 2 гимназий города Нерюнгри Мария Савкина, получившая максимальный балл по русскому и литературе, и Илья Манохин по русскому и химии. Я благодарна учителю русского языка и литературы Виктории Вячеславовне, которая мотивировала участвовать во всех предметных олимпиадах и дала хорошую базу знаний. Также свою благодарность хочу выразить своей наставнице Людмиле Максимовне, которая помогла развить писательские навыки. В подготовке к экзаменам мне помогали мои замечательные учителя. Учитель химии Елена Валерьевна, учитель биологии Елена Спартаковна, учитель русского языка Оксана Викторовна и учитель математики Оксана Леонидовна. Хочется выразить благодарность всему педагогическому коллективу гимназии за профессионализм, знания и самоотверженный учительский труд. Так, еще одним значимым событием стала сдача самого древнего языка. Анастасия Коростылева, выпускница информационно-технологического лицея номер 2, сдала китайский язык на 85 баллов.
Китайский язык я учу на протяжении 7 лет. Одним из первых преподавателей была Мария Александровна. Она привила мне любовь к китайскому языку и дала большую и качественную базу знаний. Затем, около 9 месяцев, я занималась в пекинской онлайн-школе, где преподавателями были носители языка. При участии в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Нижнем Новгороде мне порекомендовали Ирину Михайловну, которая в прошлом году открыла онлайн-школу Speak It. Занятия с ней помогли мне хорошо подготовиться к экзамену. Очень переживала за письмо, эссе и устную часть. Именно эти части считаются самыми сложными, поэтому к ним я готовилась больше всего. В целом, результатом я довольна. Подведем итоги. В государственной итоговой аттестации приняли участие 8136 человек. Она прошла по 13 учебным предметам. Наиболее популярными предметами по выбору остаются обществознание и информатика и ИКТ. Также часто выбирают биологию и историю. По республике числится 27 100-бальников по 5 предметам. Из них 3 получили максимальный балл по 2 предметам. Основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования подошел к концу. Результаты экзаменов показали, что школьники нашей республики успешно справились со всеми трудностями и продемонстрировали необходимый уровень знаний. Результаты улучшились по сравнению с прошлым 2022 годом. Но пока рано расслабляться. Впереди у них поступление в вузы, выбор между множеством направлений, пополнившихся уникальными программами. Пожелаем же им уверенности в своих решениях и удачи.